Ребята, всем привет! Вы на канале Мама Музыканта, меня зовут Ангелина. Я приехала в лес на разведку за черникой. Чернику я не нашла, но наткнулась на землянику. Сейчас покажу, какая крупная. Видно, нет? Вот такая крупная. Иду по лесу. Сейчас покажу. Смотрите, какая крупная земляника. Вот так вот. Приехала за черникой, получается, собираю землянику. Черника не спелая, либо места тут не черничные. Я у себя на участке, на даче, вдоль дороги вот так вот хожу. Сейчас хочу пройтись до речки туда. Посмотреть, еще морожку надо в лесу. Сейчас я покажу, какая земляника на кустах. Представляете, какая она крупная. Это я так случайно нарвалась. Я хотела просто немного сорвать кипрея. Это иван-чай у нас в Коми называют его, заваривают, пьют вместо чая. Очень такой классный. Вот, думаю, дай-ка это самое нарву. Заглянула, а тут земляники вообще. Видите, я лохматая такая. Меня съела мошка, очень много мошкары. Смотрите, заглядываешь сюда, а тут земляничка. Смотрите, какая крупная. Вот еще. И вот так усыпано тут ее. Буду собирать землянику. За черникой уже не пойду, не буду искать. Схожу потом на речку, посмотрю, может вдоль речки там лесок есть, может есть там морожка. Такая желтая ягода. Если, дай бог, найду, то обязательно покажу вам. Вернулась я с лесу. Не нашла я морожку, хотела вам показать, но, увы. Тут, к сожалению, весь лес брусничник, одна брусника. Очень жарко у нас сегодня, невозможно прям. Меня вот покусала мошкара, тут глаз немного опух, может видно будет. И руки у меня грязные от земляники. Смотрите, я сейчас покажу, сколько я собрала земляники. Такая красота. Литра 2, наверное. Она такая крупная. Похоже на клубнику. Земляника у нас практически как клубника, можно сказать. Я сегодня картошку покучивала. У меня картошка какая-то непонятная выросла. Не широкие такие вот, не широкий куст, как говорится, а узкий один стебель, я не знаю. Но я когда окучивала, там, смотрю, картошечка попадается. Картошка будет на черноземе. Смородина. Смородину тоже у меня кто-то ободрал, все листья. Кто-то ходит по соседству, то кору с деревьев сдирает, то листья смородины. Но мне не жалко, как бы просто ветки ломают, портят. И кто-то по огороду ходит, такие огромные мужские следы. Не знаю я, кто такой умный у нас ходит тут. Я себе чаек поставила. Мой чаек буду сейчас пить. Жмень черники набрала, такой неспелой, закинула туда в чайник. Листья смородины, листья брусники, черники. Все туда покидала, короче говоря. Буду пить такой чай вкусный. Вот мой умывальничек. Фирменный, самодельный, мною сделан. Не хухры-мухры. Пока такой. Я хотела всем сказать спасибо, кто подписан на мой канал, кто
просматривает мои видео, ставит мне комментарии, вернее, пишет мне комментарии, ставит лайки. Всем спасибо большое. Кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Дальше будет больше, интереснее. Я хотела бы немножко провести интервью, немного о себе рассказать. Я сама родом с Абхазии приехала. Здесь уже проживаю в Республике Коми 29 лет. Привыкла уже тут. Осела, как говорится. Конечно, скучаю по родине, по Абхазии, но уже все. Скорее всего, мне уже туда дороги нет. Поздно уже, года свои беру, так что вот так по воле судьбы, как говорится, попала я сюда, в Республику Коми. В свое время вернуться не могла. В Абхазии война была грузино-абхазская, вы все знаете. Дороги туда были закрыты. Вот так-то и осталась, я тут прижилась. Живу с сыном, сын у меня единственный. Сынуля музыкант, живем вместе. Я живу без мужа, давно уже в разводе. Сына одна воспитала. Сынок тоже пока еще не женился, пока еще делает карьеру, успеет, молодой. Что вам еще сказать, мои хорошие? Сегодня я не вижу на грядках рябчиков. Обычно очень много рябчиков прилетает. Мошкары много. Капец. Идем ставить чай. Как-нибудь, мои хорошие, я еще вкратце расскажу вам о своей жизни, о своей судьбе, на которую не стоит жаловаться. Я привыкла здесь, на севере. Здесь свои красоты. В Абхазии, конечно, на родине тоже красиво. Горы, море, пальмы, как говорится. Здесь совсем другая природа. Здесь очень красиво. На севере жить хорошо. Правда, климат тут, надо привыкать к климату. Очень сложно было в начале, когда вот только приехала сюда. Тяжело очень было. Смена климата и прочее. Очень тяжело. Тяжеловато было. Все это пережить, ну как-то взяла себя в руки. И ради сына начала со всех трудностей потихонечку подниматься. Привыкла теперь уже и уезжать не хочу. В Абхазию можно только ездить там на море, отдыхать. Пусть мои родные, если слышат меня, не обижаются. Я люблю свою родину, да. Но вторым домом для меня стала Республика Коми. Так что вот такие дела, мои хорошие. Сейчас я буду пить чай и буду собираться в дорогу. Мне еще пилить до автобуса. Вот такие дела. Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Всех люблю. Всем пока.